И переход, ваша улица, наша площадь. Янаев, Буги і всякі другі знищені, але не знищені янайчики, пущики, яких у нас повно у Мінську. І дементейчики! Если мы с вами сегодня не воспользуемся политической ситуацией и не сделаем доброе дело для нашей земли, стыд нам будет и позор. Поэтому надо стоять насмерть. Я призываю вас, граждане, до тех пор, пока мы не совершим свое дело конституционным путем закрытым везде. Живе Беларусь! Хочется из стены этой посередине глядеть у твари, а злые, бридкие, какие там сидят. Я не говорю про всіх, я говорю про ту участку депутатів, яким ви вручили владу, і які в час перевороту ганебно обозгавалися на дачах. Сьогодні ми отримали з Могилєва текст, як секретарі первичних партійних організацій Могилєва в перший день дружно підтримали спробу, дружно підтримали рішення ГКЧП. Это ганьба для этой партии, и после этого она не имеет права морального працевать и денежить на территории нашей республики. Звестки, які ми отримали, канали, и частка з яких уже опубликована, становятся недовольными. Псковский завод обсталявання сувязі в день перевороту отримав заказ на 250 тисяч пар наручников, терминовую нарихтовку и гарантии от Урала Павлова в полном забезпечении металлом. На наручники у их металлу хапає. У нас есть звестки, что такий ж цех запрацював на одним з заводів в Мінську. Я закликаю еще раз усіх прийти сюди, бо тут прийдеться постоять, прийдеться некий час витримати, але повинен скончитися цей проклятий пригнет цих лгунов, які умудрялися заявляти про свою прихильність до демократії і суверенітету, і ганебно зрадили, кинули в перший ж день это. Живе Беларусь! Я вам зачитаю официальный документ аршанских властей, которые поддержали путч. Но я знал, что они поддержат и в конечном итоге откажутся от своей поддержки. Поэтому, обратившись с заявлением на проведение митинга, они дали следующий ответ. Я его зачитываю. Рассмотрел заявление граждан Жаврова, Грачук, Нехаева о выдаче разрешения на проведение митинга, исполком Аршанского городского совета народных депутатов решил: первое. Выдаче разрешения на проведение митинга гражданам Жаврову, Грачуку, Нехаеву отказать. Основание. Постановление номер 1 Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. Второе. Считать возможным трудовым коллективом высказать свое отношение к событиям, происходящим в стране, в формах, не запрещенных вышеуказанным постановлением. Эти люди должны пойти под суд. Все коллективы и рабочие оказались не защищены. В момент, когда я обратился к аршанцам остановить работы, чтобы поддержать Ельцина, это мудрейшее было решение. Если бы вся Белоруссия в один день остановилась, то конкретно некому было бы действовать от лица народа. Но мы все молча пошли за станки, это была ошибка. После этих действий мы приняли в себя конкретное решение. И на сегодняшний день мной передано депутату Глушкевич заявление в Верховный Совет Беларуси, где я прямо сказал: в связи с тем, чтобы не допустить новых провокационных действий в отношении переворота, я, гражданин, председатель стачком Аршанского инструментального завода Разумов, приступаю к формированию Национальной гвардии. Пусть знают, если они попытаются это совершить, то Национальная гвардия, которая будет формирована мной,
возьмется за оружие для того, чтобы защищать так, как те собиравшиеся первые добровольцы, уехавшие в Москву с оружием в руках, нашу человеческую свободу и жизнь. Ви прийшли сьогодні сюди, як москвичі, як ленинградці, і сьогодні саме головне виражається тут, на Ганой площі і у той залі. Сьогодні опозиція пропонує заборону діяльності комуністичної партії, націоналізацію майомості, створення власного войска і гэтак далей. Але буде тільки одна до вас просьба. Будьте тут, не розходьтеся. Коли ви тут, коли ми відчуваємо своїми спинами вашу підтримку, нам легче змагатися з большевиками. Шановні представники Старикама і представники Білоруського народного фронту, я пропоную вибрати вам старшиню нашого сходу на площі. Пропоную професора Левася Вікторовича Хадику і його намісника Ячорку. Чому я це пропоную? Настав такий час, коли з'явиться шмат скоморохів і Жириновських, і всяких провокаторів, які будуть говорити всякую лухту. Не треба їх слухати, треба слухати розумних людей, які будуть розумно вести наш сход. Треба не забываться, что мы цивилизованный народ, мы цивилизованным шляхом оборонили законность, мы законным чином идем до нашей незалежности и до нашей свободы. Прошу проголосовать. Кто за мою пропанову, как Юрась Викторович Хадыка и его наместник Ячорка, были керівниками нашего сходу на площади? Прошу опустить. Кто супротив? Сподіваємося на вашу підтримку. Живе Беларусь! Братья и сестры, мы пережили с вами действительно очень тяжелое время и крайне тяжелые дни. Но в каждой драме, в каждой трагедии есть своя сладость. Потому что даже если в Беларуси уже 20 августа в 3 городах, в Новополоцке, Борше, в Минске, нашлись люди, которые не побоялись выйти на площадь для того, чтобы отстоять это хрупкое здание демократии, которое мы строим на протяжении уже 6 лет, то честь и хвала тем, кто вышли на площадь. Сегодня, как никогда, решается подлинная судьба и подлинного суверенитета Белоруссии и всей его дальнейшей жизни. Еще раз я призываю всех вас быть на этой площади до окончания сессии, для того, чтобы не только поддержать, но для того, чтобы быть истинным глазом народным как глазом Божьим. Потому что для нас сегодня самое главное — это свернуть гидру голову коммунистической гидры, чтобы она перестала керовать народом. Являются практически все и членами ЦК уйти в отставку, либо Флаг пусть поедет. и путем дезинформации решает. Спасибо. Освободят меня Верховный Совет, если надо освободить.